Тахшанах тенджере пархивельмар, вичихивельбуна. Тогда возем щерщевых инджи жюреня, щаван бада, пур щердеде шарахтана. Давным-давно это было. Во Вселенной не одно солнце, а 3 солнца светило. И были они рядом с землей. На земле жарко было. Не знали люди, что такое холод, зима и снег, и теплой одежды не имели. Некоторые люди стали роптать. Как жить в такой жаре? Дышать невозможно. Нужно одно солнце оставить, а остальные убить. Шурсухалы, старцы, говорили, что нельзя убивать солнце. Накличем большую беду. Но не послушались эти злые люди. Пригласили к себе охотника, заставили его выстрелить в солнце. Погасло одно солнце, а прохладнее не стало на земле. Тогда заставили злые люди снова убить второе солнце. Второе солнце погасло, а третье испугалось и улетело далеко-далеко. А на земле появился снег, заледенели все деревья, и трава пожухла. Не стало еды. Дети стали от холода и голода умирать. Побежали злые люди, испугались к тем шурсухалам, старцам, взмолились и говорят: что делать? Мы все сделаем, что нужно, только пусть солнце вернется. Но шурсухалы сказали: воскресить солнце невозможно, но нужно, чтобы все начали рисовать 3 солнца и на земле, и на заборах, и на одежде. Пусть женщины наши вышивают 3 солнца. Тогда, может, оставшееся в живых солнышко поймет, что мы осознали свою ошибку, и вернется к нам поближе. 3 солнца для чувашского народа не только сказка, но и быль. А национальный костюм чувашский может все сказать о человеке, потому что можно узнать статус женщины. Обычно по-женскому мы судим, потому что там больше узоров, там больше аксессуаров и деталей. Можем мы узнать, откуда эта женщина, то есть какая этнографическая группа. И можем судить даже, из какой семьи, богатой или бедной, там серебряные монеты или жетонки просто. И, конечно же, семейное положение. Женщина ли, девушка ли, вдова ли. Это все читается на костюме. И еще самое интересное, наверное, самое важное, какая она, трудолюбивая или нет. Если узоры красивые, изящные, наполненные, это значит самая настоящая, лучшая женщина. Веками все этнографические группы чувашей одевались по определенным канонам. Различают верховых чувашей, низовых и средненизовых. В истории так сложилось, что наши предки, когда пришли на эти земли, после распада Волжской Булгарии, ассимилируя друг друга, жили многие века. Верховые костюмы очень похожи на костюмы горномарийских женщин. А низовые женщины носят другие одежды, хотя покрой у нас остался один и тот же. Принято было уже в начале 20 века надевать пестрить, а изначально все носили белые одежды. Из белого холста, самого лучшего, сшились одежды. Когда появились анилиновые красители, сразу стали использовать, можно сказать, все цвета, 12-14 цветов. Еще есть средненизовые чуваши. Их у нас мало. Они пришли через Каму, через Волгу, и они, не смешиваясь с другими племенами, жили у Волги. Поэтому там много булгарского. Так что можно сказать, у верховых чувашей больше финно-угорского осталось, у низовых больше тюркского, а у средненизовых – булгарского. Это действительно поиски определенных корней, устойчивости в этом очень неопределенном вука-мире. И когда мы обращаемся к своим корням, к роду, мы таким образом пытаемся обрести хоть что-то устойчивое.
корни пытаемся, а они где? Они как раз в костюме народном и есть, потому что, по крайней мере, для чувашского народа нет ничего менее изменчивого, чем костюм. Чувашский народный костюм был незыблем столетиями, потому что он весь до нитки напитан неприходящими смыслами. Несмотря на такие различия, все чувашские национальные костюмы объединяет уникальная по красоте и чистоте исполнения вышивка. Так, в старинном сурбане XVIII века мы можем прочитать древнюю программу рода «Зачем живут чуваши». Черная – это земля, красная – это прекрасная. Идут ростки, получается земля прекрасна и плодородна. И так далее, миллиметр за миллиметром, двигаясь за мыслью вышивальщицы, получается следующий потрясающий сакральный текст. «Земля прекрасна и плодородна. В течение жизни постигнете закон существования в парах. В широте помыслов рода выстроите путь прошлого, настоящего, будущего. Держась друг за друга в семье, придете к национальному самосознанию». В этом закон эволюции во Вселенной, начало этого движения в детстве и юности, в любви и взаимоуважении. Все, что носили наши женщины на головах, это все символы и образы мира богов с самыми высокими вибрациями. Все, что вышивалось по низу, это отражение мира прародителей, как обереги, которые нас оберегают от злых мыслей. И все, что вышивалось на груди, это программа семьи и рода, которую закладывала юная вышивальщица как программу для развития своей семьи. Эта тема завораживает по мере погружения. Ведь чувашская вышивка – уникальный язык, который рассказывает нам целые истории и легенды. 3 солнца в форме восьмиконечной звезды мы видим очень часто на нашей вышивке. Это и обрядовое полотенце, либо на покрывале невесты мы видим опять же восьмиконечный знак, символ солнца. Девичья шапочка тухья также содержит знаки солнца. Сюга также имеет солярные знаки, знаки солнца. Масмаки повязывали на лоб, имели символы и образы небесных светил, небосвода и все символы, как говорили наши предки, мира богов. Как говорят современные ученые, у этих знаков самые высокие вибрации, которые гармонизируют все пространство. Обратите внимание, как звучит тема силы рода, подпитывающего, дающего опору и ту самую устойчивость, которой так не хватает современным людям. Вот где ее источник, как всегда рядом с нами, ждет, когда же мы приникнем к нему. Истина в том, что в детстве и юности, сохраняя мудрость рода и сохраняя тепло кров и родного дома, мы развиваем род во все 4 стороны света и приумножаем род в своих знаниях и в мудрости. Пусть так и будет на этой доброй, щедрой и гостеприимной земле, где из века в век передаются навыки уникальной вышивки и вечные смыслы ее мотивов. Вышивка, она должна сохраняться и развиваться дальше, потому что я вижу, что и дети очень интересуются. Недавно я мастер-класс ходила показывать, очень старательно сидят, учатся, и им очень интересно. Пока эти дети впитывают традиции вместе со знаменитыми 30 швами чувашской вышивки и сакральными цветами, они пробуждают свою генетическую память. Так они учатся любить национальную культуру, свой народ, чувашскую землю. Сейчас уже речь идет о том, каким-то образом адаптировать народный костюм к тому, чтобы его можно было одевать повседневно. Это же интересно. Этническое направление в моде, оно сейчас, мне кажется, очень актуально. Почему бы в этом направлении не использовать костюм, который ярок, красив, тем более столько вышивки в нем? Это, конечно, национальные традиции, которые отражаются в современном костюме. Это, конечно, форма, это, конечно, цвет. И роскошь отделки. Я горжусь этим платьем, потому что в этом платье девочка представляла Россию
на всероссийском конкурсе 2019 года. Здесь 2 килограмма жемчуга и золотое шитье. Вот настоящее золотое шитье. Это золотое шитье. Сохраняя прошлое, мы живем настоящим, и обязательно наступает будущее. Ну вот поэтому в моих платьях есть все. Украшенная золотом, камнями и орнаментами одежда, созданная на основе традиционного костюма, вызывает восхищение. То есть костюм он никуда не уходил, он существовал в разных вариантах, да, чисто народный костюм, эстрадного направления костюм, да, сценический, правильно, наверное, надо сказать, костюм, да. В сценических костюмах, конечно же, много узора, много такого броского, яркого. А будничные, там только, наверное, самое такое подлинное, самое оберегаемое и самое нужное, что вот должна носить женщина или девушка. Бытовой костюм в наше время сейчас очень в ходу. Там уже сохраняем именно мелкую чувашскую вышивку. Создаем блузки, платья, рубашки, детские и взрослые. Потому что это очень интересно, когда есть где-то вышивка, красиво смотрится. И как оберег тоже некоторые об этом думают, что все-таки нужна это для жизни. Я его описать в прямом смысле невозможно тоже. Нет слов. Вот это вот пахотера, это ценность такая, вот пахотера называется. Ее никто не мог за всю жизнь вообще описать, сказать точно, в 2 словах. Вот говорят драгоценное, бесценное. Вот эти слова, конечно, там туда входят. А вот как пахотера по-чувашски, вот на русский язык, никто так точно не перевел еще до сих пор. Вот когда рождаются дети, к нам обращаются вот сделать распашонки с вышивкой. И оберег он обязательно означает там пожелание успеха, счастья. Человек рос здоровым, счастливым, успешным, талантливым. Вот это вот все вот в этих вот письменах. В этом году, 26 ноября, в республиканском календаре появился День чувашской вышивки, который теперь будет праздноваться ежегодно. А это уникальный арт-объект – сурпан-перле. Вообще сурпан – женский головной убор, но тут это символ единства республики, сделанный к ее столетию. 26 муниципалитетов вышили каждый свой лоскут самыми эндемическими узорами, из которых надо было сложить 6-метровый сурпан-перле – панно, символизирующее единство Чувашии. Мастерицы прислали вышитые лоскуты, а собирали и компоновали их уже на фабрике. Мы это сложили воедино, гармонично сложив все вышивки, цвета, подобрали фурнитуру и начали все сшивать. А сурбан уже сам начал появляться. Вот он сам уже говорил, вот я здесь хочу вот так, вот эту линию получить, вот здесь вот так. То есть это было опять же совместное творчество вот всех районов, и наше в том числе, по собиранию этого сурбана. Лицезреть все 26 муниципалитетов, которые вышили вот эти вот лоскуты. От него исходит такое тепло. И это неудивительно. Не оторвать глаз и не отнять рук от этого чуда. Такова магия чувашской вышивки. Возможно, мы так и не постигли главной тайны чувашского костюма, но одно мы увидели ясно. Национальный костюм во всей его красоте нужен современным чувашам. Люди хотят носить его в будни и в праздники, хотят чувствовать силу и поддержку своих родов, своей земли. Это необходимо сегодня, в наше непростое время. А значит, у национального костюма есть не только богатое прошлое, но и волнующее будущее.